прямом эфире «Чеченские вести». Я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится вторник, 28 января. Больше возможностей. Реализации национальных проектов и процесс возведения 5-го столичного района обсуждали на совещании в правительстве. Добро пожаловать в мир знаний. В школе еще чувствуется запах стройматериалов. Абсолютно каждая вещь и мебель здесь новые. В селении Автуры свои двери распахнула новая школа, рассчитанная на 720 посадочных мест. Какие условия созданы для учеников и педагогов? Итон-Сити. На данный момент ведутся отделочные работы, и объекты все ближе к своей финальной реализации. В высокогорном Итон-Кали на финальной стадии строительства многоэтажного дома и мечети. «14 национальных проектов реализовано в Чеченской Республике с 2019 года на сумму свыше 150 миллиардов. Об этом сообщили сегодня на заседании правительства под руководством Магомеда Даудова. Благодаря им на 100% обеспечена доступность дошкольного образования, создано 56 тысяч новых учебных мест, а более 12 тысяч граждан расселены из непригодного для проживания жилья. Результаты этой работы позволили региону занять первое место в рейтинге субъектов по уровню достижения нацпроектов с показателем 100%. Говорили в том числе о текущем состоянии хода работ на новом 5-м столичном районе. Репортаж Медины Мударовой. Начиная совещание, председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов отметил, что президент России Владимир Путин поставил задачу достижения цели по национальным проектам. Благодаря поддержке главы региона субъект активно участвует во всех мероприятиях и занимает лидирующие позиции. По состоянию на 1 декабря 2024 года Чеченская Республика занимала первое место в общем рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню достижения национальных проектов. За 6 лет сумма освоенных средств по нацпроектам составила более 154 миллиардов рублей. А на 2025 год уже заключено 79 соглашений на 29 миллиардов 830 миллионов рублей. Заместитель председателя правительства, министр экономического и территориального развития региона Рустам Шаптукаев рассказал о проделанной работе за период с 2019 по 2024 годы. Всего реализовано 52 региональных проекта, в их числе 14 национальных. Общее количество объектов строительства, реконструкции, ремонта и благоустройства составило 1249 единиц. Это 48 объектов здравоохранения, 98 образования, включая дошкольное, где возведено 52 объекта, а также 39 спортивных, 47 культурных, 51 водоснабжения, 442 дорожной инфраструктуры, 2 мусоросортировочных комплекса, реабилитации водохранилищ, 1 объект туристической инфраструктуры, агропромышленный парк площадью 55 квадратных метров и 1 социальный объект на 250 мест. Благодаря реализации на территории Чеченской Республики региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, достигнуты такие отдельные показатели, обеспечивающие улучшение комфорта и благосостояния населения республики, а также послужившие росту социально-экономического положения, в том числе национальный проект «Демография». Увеличена доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с 92,4% до 100%. Дополнительно созданы 2500 мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет с 4500 до 6700 мест к концу 2024 года. Национальный проект здравоохранения. Показатель обеспеченности населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях на 10 тысяч населения с 26,3 единиц увеличился до 30,3 единиц, то есть 115%. Показатель обеспеченность населения средними медицинскими работниками человек на 10 тысяч населения с 67,1 единицы увеличился до 70,11 единиц. Национальный проект образования. Создано 55
1888 новых учебных мест. Национальный проект «Жилье и городская среда». Объем жилищного строительства достиг 2 миллионов и 6 миллионов квадратных метров. 12,2 тысячи граждан расселено из непригодного для проживания жилья. 188 тысяч квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда при плане 170 тысяч. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Количество самозанятых граждан составило 128,2 тысячи человек. Магомед Даудов отметил, что за 5 лет были достигнуты значительные результаты. На сегодняшний день развитие идет абсолютно по всем сферам жизнедеятельности. كمان تصرخ تيونا دق بركليتس ديدريز على وين محكتين رمزان حجينا شاب بعندوش دال دي الول دال غازوة قبل دول عمد حجينية دي وحدا كربا عندوش يديك بو ونوشي قوم خلرن هي مستوى تعني كير أدلنا بندك بوغ باتز يعني أورمي حرحون بيشبوال دين بندك بوغ باتز ونوشي قومنا ويقام ديبيت داخل سير عار داخل ديون ديك خليت Далее с докладом выступил начальник проектного управления администрации главы и правительства Рамзан Саламов. В 2024 году были завершены работы по реализации мероприятий 80 региональных проектов. Заключено 604 контракта и 481 договор. Выполнены работы по строительству, реконструкции, капремонту и благоустройству 250 объектов. Техническая готовность 233 составляет 100%. Кроме того, приобретены жилые помещения для 628 семей. Закуплено медицинское и спортивное оборудование, лекарственные средства, транспорт, оснащение объектов культуры и образования. В 2024 году в соответствии с соглашением о реализации региональных проектов было предусмотрено выполнение мероприятий, направленных на достижение 180 показателей. На отчетную дату все 180 показателей достигнуты 100% достижения всегда. Хотелось бы также отметить отдельно, что в рамках информационного освещения в ходе реализации мероприятий нацпроекта Миннацинформом проделана масштабная работа по размещению инфоповодов в региональных СМИ и интернет-площадках, по результатам которой республика заняла первое место в рейтинге среди субъектов Российской Федерации по итогам 2024 года. На территории республики в 2025 году запланирована реализация 70 региональных проектов. Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий указанного проекта в 2025 году, составляет 35 миллиардов 121 миллион. Прошлый год завершился удачно, но 2025 будет непростым, предстоит много работы. В их числе реализация масштабного проекта строительства нового района имени Владимира Путина. По результатам работы выступил министр строительства ЖКХ и энергетики Муслим Зайпулаев. В домах, расположенных по первой линии вдоль Нового проспекта, уже на стадии завершения надземная часть железобетонного каркаса зданий. Параллельно ведутся работы по кладке кирпича внутренних стен. Закончилась подготовка основания под строительство 30-этажных домов. Сейчас ведутся работы по устройству фундаментов и подземной части. Задействовано порядка 2500 рабочих и более 500 единиц техники. Начаты строительством социальные объекты. Это 2 мечети, техническая готовность 40% и 15% соответственно. Также начаты работы по строительству 2 социальных объектов. Это средняя школа, она 1224 места. Детский сад на 300 мест, ведутся работы по разбивке котлована. В общем концепции предусмотрено социальных объектов. Это 6 школ, 9 детских садов на 2360 мест, 1 объект спорта, спортивный комплекс, а также 2 объекта здравоохранения, 1 поликлиника и 1 детская поликлиника, 2 объекта культуры, концертный зал на 1000 мест и 1 центр культуры, объект социального обслуживания, 2 объекта отдел труда и социального развития и центр занятости населения. Также объекты религиозного назначения, 3 это 2 мечети и 1 церковь на 800 мест. Встреча завершилась выработкой конкретных шагов и сроков дальнейших работ. Реализация национальных проектов является ключевым фактором для устойчивого развития любого государства, нацеленного на улучшение качества жизни своих граждан. Чеченская республика регулярно становится лидером по их реализации. Впереди руководства еще много работы. Медина Мударова, Седемин Мусаев, Седели Ампукаев, Вести, Чеченская республика. Новая школа станет местом, где каждый ребенок сможет найти свое призвание.
Уверенность выразил министр образования и науки Хошбау Дидаев на церемонии открытия в селении Автуры. Она оснащена всем необходимым для обеспечения высокого качества образования и оформлена в современном стиле, создавая атмосферу вдохновения. Валентина Гусевская погрузилась в школьную жизнь. Ее сравнили со сказочным замком. Архитектура новой школы в селе Автуры впечатляет с первого взгляда. На открытие учебного заведения приехали официальные лица. Школа номер 4 построена в рамках национального проекта образования за 2 года. Ей присвоили имя уроженца села Автуры Саламу Дадаханова. Будущие ученики выразили благодарность через стихи. Открытие стало интересным событием для односельчан, учителей и воспитанников других школ. Прежде всего хочу сказать, что коллектив здесь сразу чувствуется очень дружелюбный коллектив, оснащение идеальное. И думаю, работа пойдет на ура, начиная с первого дня. Школа очень красивая, общий внешний вид мне очень понравился. Когда первый раз увидел школу, у меня было такое большое восхищение. Присутствующие сделали общее дуа. Разрезав красную ленту, гостям провели экскурсию по учебному заведению. Школа рассчитана на 720 учеников. Занятия будут проводиться в одну смену, а после обеда внеучебные, творческие и познавательные кружки. Спортивный зал уже оснащен всем инвентарем. В теплую погоду занятия будут проводиться во дворе. Здесь возведены беговые дорожки и площадки для активных игр. Не в каждом регионе страны удается строить данные объекты. Все это было бы невозможно без внимания и поддержки главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Со школой успели познакомиться третьеклассники. Их первый урок чеченского языка посетил и министр образования. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Мне очень здесь нравится. Тут есть спортзал, есть швейные машинки. Тут очень красиво. Я буду здесь хорошо учиться. Мне очень тут нравится. В школу поступят дети с ближайших домов. Кто-то переведется из других учебных заведений поселения. В списке на зачисление уже 525 учеников. В штате 35 учителей. Я уже работаю 11 лет. У меня есть опыт. И в этой школе я тоже буду преподавать в начальных классах. Такое оснащение я вижу в первый раз. Это очень хорошие условия для наших детей. Дети все очень довольны, им нравится эта школа. Первое, что мне понравилось в этой школе, это ее дизайн, особенно кабинет английского языка. И, во-вторых, очень дружелюбный коллектив. Тут работают только профессионалы. Здесь 36 просторных классов на 3 этажах. Для удобства оборудованы лифты. В библиотеке несколько зон для чтения и отдыха. Есть планшеты для учебы. Хошбау Дидаев отметил, что нужно пополнить ее детской литературой. Начало хорошее, да, продолжение будет еще лучше. Учебные классы оснащены интерактивными досками. У каждого учителя свой компьютер. Гости также посетили актовый зал и кабинет технологий. В школе еще чувствуется запах стройматериалов. Абсолютно каждая вещь и мебель здесь новые. А современная техника позволит ученикам осваивать навыки гораздо быстрее. Занятия планируют начать с нового триместра в марте этого года. Валентина Гусевская, Магомед Басаев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Изящно, грациозно, энергично, и все это под зажигательные кавказские мелодии. В Грозном состоялся совместный концерт ансамблей «Нохчо» и «Алан». Праздник двух культур, чеченская и осетинская, завоевал сердца зрителей. Артисты представили свои самые яркие хореографические номера, демонстрируя единение народов. А танцы, которые исполняются под ритм биения сердца, Турпалали Тайсумов.
Сохранение и приумножение культуры, без которой нет нации. Известный завет первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Он соблюдается неизменно. Ансамбль песни и танца «Нохчо» совместно со своими коллегами из ансамбля «Алан» Северная Осетия и Алания провели концерт в столице субъекта. Торжество посетил министр культуры региона Иса Ибрагимов, а также большая творческая интеллигенция. На сцене с первых секунд был заряд энергии и четкого исполнения. Это совместное искусство сохранения межнационального согласия на Северном Кавказе и по всей России. Каждый их номер – хореографическая постановка с национальным колоритом и целая история, заставляющая сердце биться в унисон кавказским мелодиям. Ритм, такт и плавность движения – то, что и создает прекрасную атмосферу, передавая ее каждому зрителю. По словам руководителя гостевого коллектива, это самая большая честь провести концерт вместе с любимыми коллегами из Чеченской Республики. Сотрудничество идет не один десяток лет. Мы когда танцевали, то сложилась такая дружба между нами. Когда они танцевали в «Войнах» и «Авалане», то эти два ансамбля, если взять, пусть меня будут слушать и другие коллективы, в обиду не будет. Но как мы жили, даже в жизни и на сцене, такого еще не было. Вот эти традиции сегодня мы продолжаем, и вот эти традиции мы передаем младшему поколению. Почетные гости поднялись на сцену к солистам коллективов. Министр культуры Иса Ибрагимов отметил заслуги, в том числе их художественных руководителей, которые вкладывают, по его словам, душу в каждого представителя, чтобы выступления получались по-настоящему грациозными. Очень приятно видеть два коллектива, которые объединяют культуру. Вы сегодня продемонстрировали высочайшее искусство в культуре и показали, насколько сегодня наши народы любят друг друга, уважают и ездят друг к другу поделиться с опытом. И сегодняшний вечер, я думаю, что получили все массовое удовольствие. По завершению концертной программы состоялась церемония награждения. Указом главы Чеченской Республики почетным званием «Заслуженный артист региона» были награждены солисты Государственного академического ансамбля «Алан». Это большая честь для нас, очень приятно, и мы будем нести с гордостью звание «Заслуженный артист Чеченской Республики». А благодарственным письмом руководителя субъекта отмечен Казаев Зелимхан, художественный руководитель Государственного академического ансамбля танца «Алан». Он же анонсировал новый концерт уже во Владикавказе в феврале, куда и приглашены их коллеги для повторения веселого вечера. Турпа, Лолита Исумов, Моусер Хаджиев и Харун Абдулаев. Вести. Чеченская Республика. Итон-Сити строится в Итум-Кали. На финальной стадии мечеть и один из пятиэтажных многоквартирных домов. Это один из 5 запланированных многоэтажек, которые по завершении обеспечат местное население доступным и комфортным жильем. Лимда Джамалдинова ознакомилась с ходом работ. В селе Итум-Кали подходит к концу строительство мечети и многоквартирного пятиэтажного жилого комплекса Итон-Сити. На данный момент ведутся отделочные работы, и объекты все ближе к своей финальной реализации. Глава администрации района рассказал о проделанной работе и планируемом будущем строительстве новых объектов. Также строится и спортивно-тренировочный комплекс. Все мы знаем, что уже в фазу ввода уже вошла гидроэлектростанция башенная на территории Итум-Калинского района, село Джиннах и Башен-Кали. Вот. Про курорт мы все знаем. Очень много инвестиционных проектов, которые начинают строить на территории района. Главой республики создается благоприятный климат для развития именно инвестиций и бизнеса в нашем муниципалитете. Поэтому очень много желающих вложиться, инвестировать в муниципалитет, развивать именно туристическое направление. Данный комплекс будет включать в себя 5 пятиэтажных многоквартирных домов с общим количеством 250 квартир, детскую игровую площадку и зону отдыха для населения. Одним из преимуществ жилого комплекса станет то, что со временем рядом с ним появится муниципальная школа на 240 мест. В Итум-Калинском районе активно совершенствуется инфраструктура, строятся социальные объекты, создаются зоны отдыха, проводится масштабная работа, направленная на сохранение исторического и культурного наследия муниципалитета, повышение его туристического и инвестиционного потенциала. Лимда Джамалдинова, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика.
На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.